Важная победа юных хоккеистов команды «Магаз» на выезде стала дополнительной мотивацией, столь необходимой им перед предстоящим стартом турнира среди команд регионов Северокавказского федерального округа. Шайбы летят, коньки врезаются в лед, и не скажешь, что турнир детский, средний возраст игроков 11-12 лет. В течение 2 дней на Ставропольском льду наша команда оспаривала первенство с еще 5 хоккейными коллективами, с каждым из которых пришлось сыграть по 4 матча. В отличие от оппонентов, для магасовской команды это были первые выездные соревнования в их спортивной карьере. Волнению ребят в те минуты не позавидуешь, когда в стартовой встрече ингушским мастерам шайбы противостояла местная команда «Тайфун» старшего состава, по-хозяйски выигравшая со счетом 9-3. После этого нашим спортсменам удалось собрать волю в кулак и показать свой лучший хоккей. Один из нападающих РЗ, Ахмед Мальсагов, весьма талантливый и разносторонний игрок со своим уникальным почерком игры. Задатками прирожденного лидера и бомбардира отличился наибольшим количеством заброшенных шайб за весь соревновательный цикл, за что был удостоен в номинации «Лучший нападающий турнира» и заслуженно получил специальный приз от организаторов. Я забил 8 голов. Самые запоминающие их 2. В третьем матче и в последнем матче. Всего матчей было 4. Там на турнире было 5 команд. Мы ни с одной из них не встречались. Самый сложный был «Тайфун», с кем мы первый раз играли. В третьем матче я забил почти что с синей линии. Мне дал голевую Мальсагов Магов. В четвертом матче мне через борт дал Мальсагов Ансар. И я вышел 1 на 1 и забил. Команда проявила себя хорошо, заняла 2 место. Мы хотели 1, но в первый раз мы проиграли. Потом мы собрались, и все остальные матчи мы выиграли. Этот турнир мне дал, что надо всегда выигрывать, всегда ускоряться, забивать голы. Слабые места был у меня. Я входил в нападение и быстро не возвращался в защиту. Теперь я намерен исправиться и в следующем матче показать свой лучший хоккей. Когда мы играем здесь или куда-то выезжаем, хотелось бы, чтобы было больше болельщиков. После не самого успешного старта на праздничном детском юношеском турнире в Ставрополе, наша ледовая дружина, тщательно обкатав площадку, буквально разгромила соперников, побеждая в каждой встрече сухим счетом, разрывая оборону всех команд первенства. Младший состав команды «Тайфун» 10-0, хоккейная команда «Орлы» 8-0 и «Виктория» 3-0. Неприступнее всех свою позицию удерживал вратарь магасовцев Расул Дидигов. После поражения в матче, открывшем соревнования против хозяев арены, он был стабилен и не пропустил в свои ворота ни одной шайбы. Хотя сам юный голкипер суров к себе и считает, что ему не удалось показать все свое мастерство. Неудивительно, ведь это были их первые игры на выездном турнире. За это 2 место я чувствую свою вину, потому что я бы больше отбил, что наша команда могла занять 1 место. Теперь я буду тренироваться и становиться лучше, чтобы на других играх не пропустить ни одной шайбы, как это делал Третьяк. Молодые спортсмены тренируются в хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова, на примере которого тоже стремятся к олимпийским вершинам. Кубок Деда Мороза стал первой попыткой рыцарей льда из команды РЗ покорить пьедестал победителей. И справедливости ради нужно признать, дебют получился достаточно успешный. Сами соревнования давно завоевали признание не только среди юных спортсменов, но и их наставников. Александр Плотников доволен своими подопечными, но останавливаться на достигнутом команда не намерена. В планах новые соревнования и награды высшей пробы.
Благодаря таким турнирам спортсмены растут профессионально и личностно. Наблюдая за игрой команды, тренер отметил для себя ряд игроков, которые смогли заинтересовать своей игрой. По большому счету, это все те же хоккеисты, которым просто нужно было раскрыться, ведь у каждого есть все данные, чтобы в конечном итоге вырасти в игрока с большой буквой и достичь значительных высот в хоккее. Удивило то, что на кого не надеялся, те и в большей степени проявили себя. То есть ребятам могу сказать спасибо большое, то, что бились, играли. Это наш первый выезд на турнир. Ребята первую игру вышли, немножко растерялись. Потом в раздевалке с ними поговорили и уже начали играть более-менее в свой хоккей, который здесь мы тренируем, преподаем. То есть они очень большой толчок дают, и мы в плане хоккейного роста, и в бытовом, и в жизненном. То есть ребята очень сильно меняются, когда чем больше выездов, тем лучше, чем больше игр, тем уверенность приходит. Даже мы не знали, кто там участники. Ну, больше всех выделялась команда «Тайфун» 2010 года. Ребята обученные, молодцы. Ну, наши ребята тоже ни в чем не уступали. Немножко мы поменяли сочетание у нас защитников. Тот, кто у нас в первом звене, мы поставил во второе звено. Ну и это дало тоже свои результаты, что ребята по-другому начали играть и прогрессировать. Сейчас мы планируем сыграть товарищеские игры. Тоже со Ставрополя команда приедет 10-11 года. С ними поиграем. И в дальнейшем несколько турниров запланировано в феврале. Я думаю, сейчас, если посмотреть на нашу тренировку, сколько ребят занимается, это одна группа, есть еще вторая. Все время мальчишки приходят, и младших возрастов, и старшие хотят приходить. Мы ждем всех ребят у себя и в Назране, и в Магасе, 2 ледовых дворца прекрасных. Ждем, конечно. В этом турнире команды-участницы были разделены на 2 возрастные группы и играли матчи между собой внутри групп по круговой системе. Целями турнира были привлечение внимания профессионального сообщества к спорту и здоровому образу жизни, а также развитие командного духа и воли к победе среди детских команд. Детский хоккейный турнир не только выявляет сильнейших в честной и бескомпромиссной борьбе, но также предоставляет возможность каждому игроку продемонстрировать зрелищную и интересную игру. Вместе с нашими призерами выигрыши по итогам Ставропольского турнира и ингушские болельщики, преданные этому зимнему виду спорта. И не за горами создание молодежной лиги региона. Сейчас юные мастера ледовых ристалищ готовятся к предстоящим играм нового сезона и намерены превзойти свой результат крайних соревнований. После каждого хоккейного сражения спортсмены обретают виртуозное мастерство и скорость, зрелищность которой не перестает завораживать поклонников хоккейных баталий. Хоккей – это самый лучший вид спорта. Там только играют настоящие мужчины, и трус не играет в хоккей. Я многого научился бросать, шажки сделать и ворота забивать. Мы играли с Тайфуном, и еще там была такая команда, и Орлы, и Виктория. Мы в первом игре проиграли 9-4, потом выиграли 10-0, потом 8-0 выиграли и 3-0 выиграли. Мы заняли второе место там в Ставрополе и Кубок Деда Мороза. Наша команда, она сильная, способная и побеждает. Когда мы выиграли, тренер обрадовался и сказал, сейчас еще будет игры, готовьтесь. Вот эта ставропольская команда, она выиграла с нами, сейчас она приедем и отыграемся, займем первое место. Ни для кого уже не секрет, что детский хоккей не менее интересен, чем взрослый. Упорство, накал страстей, игра плечом к плечу, настоящие эмоции. Ставропольский лед порадовал зрителей турнира неуступчивыми матчами и драматизмом противостояний. Стремительные атаки, финты, уверенные отпоры защитников и штурмом к воротам соперников. Юные хоккеисты порадовали всех своих болельщиков, в числе которых в первую очередь родители и близкие люди.
Игроки команды РЗ в первый раз выехали на соревнования такого масштаба, и для них очень важен игровой опыт. По итогам этого первенства уже можно составлять первые наброски расширенного состава юношеской сборной Ингушетии данного возраста. Сам турнир был спланирован таким образом, чтобы каждая участвующая в нем команда юных спортсменов получала награду и положительные эмоции от участия в соревнованиях. Это первый наш выезд из пределов нашей игры. Нам было очень приятно, когда мы только выехали. Мы были в запасе с Али и Магом. Тогда начинался наша игра, мы просто играли как могли. На трибунах сидели мои папы, брат. Они за нас, за нашу сборную болели. И именно поэтому мы завоевали серебро. Сперва был Тайфун, потом маленький Тайфун, потом Орлы, Виктория. Мы против них играли. Первый мы проиграли сильно, очень. 9-3 было там. Потом другую. Мы этот выиграли. Орлы тоже, Виктория. Мы заняли второе место. Это пока что нормальное нам. Мы только вышли. Нам просто не было ничего сказать. Мы просто играли, как могли. А финал? Как был финал? И что вы смогли сделать в финале? На финале с Викторией мы были на 3-м месте. Я думал, если мы сейчас выиграем, мы будем на 2-м месте. Мы готовимся к нашим играм. Будет турнир против, не знаю, Тайфуна будет, наверное. И еще... А с кем бы хотелось бы сыграть больше всего? С Тайфун 2010. Мы ему проиграли, хотим сейчас порвать эту команду. Для многих ребят 2009 года рождения новый хоккейный сезон ознаменован участием в престижных турнирах с богатой хоккейной историей. Будем следить за тем, как наша команда будет прогрессировать и расти в своем хоккейном мастерстве и ждать золотых шайб.